Добрый вечер, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24. Подведем итоги дня. Смотрите сегодня. Встречи, переговоры, соглашения. Во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. Последние новости с полей крупного события. В ответе за силу Сибири безаварийную эксплуатацию мега-газопровода будет обеспечивать линейно-производственное управление. Объект строят в Алданском районе. Кто будет там работать? Простые меры спасут жизнь. Как не заблудиться и не потеряться в лесах Якутии? Что для этого надо предпринять? Обманутые туристы. В Мирном клиенты компании «Горящие путевки» стали жертвами мошенников. 30 человек обокрали на 3 миллиона. Финишная прямая. Якутские боксеры завершают подготовку к чемпионату Дальнего Востока. Турнир на следующей неделе. Как идут тренировки? В Владивостоке проходит заседание Президиума Госсовета, которое проводит президент России Владимир Путин. В заседании участвует и глава Якутии Айсен Николаев. Он представил проект национальной программы развития Дальнего Востока. Цитата: «Мы уверены, что необходимо раз и навсегда решить хронические проблемы Дальнего Востока. Для этого необходимы неординарные меры. Национальная программа должна быть не догоняющей, а лидерской», подчеркнул глава республики Айсен Николаев. Появились новые точки роста. В территориях опережающего роста и свободного порта Владивосток уже работает 217 новых предприятий. В них создано более 39 тысяч рабочих мест. Существеннейшим фактором ускорения развития стало ваше решение, Владимир Ильич, о снижении до среднероссийского уровня тарифов на электроэнергию. Заработала программа «Дальневосточный гектар». С 2013 года в округе введено более 350 объектов социальной инфраструктуры. С прошлого года в центрах экономического роста Дальнего Востока, где живет свыше 80% населения, строится и модернизируется 430 социальных и коммунальных объектов. Благодаря вашим решениям реализованы проекты мирового масштаба. Это магистральный газопровод «Сила Сибири», нефтепровод «Восточная Сибирь-Тихий океан», космодром «Восточный» и многие другие. Оживление экономики ощущается сегодня по всему округу, и за всеми этими достижениями стоит труд миллионов дальневосточников. Однако, если условия ведения бизнеса у нас уже сопоставимы со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, то по качеству жизни, даже с учетом реализации национальных проектов, мы отстаем от среднероссийского уровня. У нас выше уровень бедности населения, выше на 20% смертность в трудоспособном возрасте, а продолжительность жизни на 3 года меньше. Преодолеть накопленное отставание призвана национальная программа развития Дальнего Востока. Над проектом программы работало Министерство развития Дальнего Востока и Арктики вместе с регионами, с участием научных организаций. Мы уверены, что раз и навсегда решить хронические проблемы Дальнего Востока, для этого нужны необходимые неординарные меры. Национальная программа должна быть не догоняющей, а лидерской. Наши цели – это ускорение темпов экономического роста в 1,5 раза выше среднероссийских и повышение качества жизни до уровня выше среднероссийского в каждом из регионов Дальнего Востока. Первый день Восточного экономического форума оказалась весьма продуктивной для якутской делегации. Все подробности у моего коллеги Ивана Лазаренко. Можно сказать о том, что первый рабочий день Восточного экономического форума подошел к своему концу. И если сказать о том, что он был очень насыщенным, это значит не сказать ничего. Семинары, сессии, всевозможные встречи, подписание соглашений мелькали с такой скоростью, как картинки в калейдоскопе, что, естественно, никак не сказалось на продуктивности проведения этих мероприятий, потому что обсудить успелось очень и очень многое, в том числе руководству нашей республики. Во второй половине дня работа была продолжена, был подписан еще один ряд очень важных документов и меморандумов о дальнейшем взаимном сотрудничестве. Особо можно отметить, что среди подписанных соглашений очень много соглашений с представителями японского бизнеса и японскими финансовыми организациями. Комментируя предварительные итоги сегодняшнего дня, председатель правительства Владимир Солодов отметил, что
Интерес японских инвесторов к проектам в нашей республике неуклонно растет, и можно говорить о том, что он обязательно продолжится, и еще ряд проектов будет на территории Якутии обязательно реализован. Делегация Республики Саха-Якутия по нескольким направлениям работала в первый день. По сути, два таких основных фокуса можно выделить. Первое – это обсуждение вопросов привлечения частных инвестиций в социальную инфраструктуру. Мы обсудили этот вопрос на панельной сессии, в котором говорили о том, что Республика Саха-Якутия, как один из лидеров по привлечению частных средств, ГЧП, реализации проектов социального воздействия и ряда других направлений, может дальше продвигать эти темы и является одним из таких показательных примеров на Дальнем Востоке, что мы можем и должны использовать частные средства для реализации национальных проектов и развития социальной инфраструктуры. И как раз в продолжении этой темы мы сегодня подписали очень важное соглашение с компанией «Колмар», ключевым инвестором Республики Саха-Якутия, соглашение не о развитии бизнеса, а о развитии социальной сферы города Нерингри. Компания «Колмар» будет заниматься строительством жилых домов для своих сотрудников, а республика со своей стороны будет оказывать содействие в развитии соответствующей социальной инфраструктуры, школ, детских садов, и вместе мы будем работать для того, чтобы продолжить получение федеральных средств на развитие социальной инфраструктуры города Нерингри как одной из очевидных точек экономического роста на всем Дальнем Востоке. Кроме того, сегодня большое количество встреч с зарубежными партнерами проходит, подписываются соглашения. Завтра делегация нашей республики продолжит свою работу о самых важных, о самых интересных и значимых для республики решениях и событиях. Мы обязательно расскажем во время очередных прямых включений здесь, на канале Якутия-24. Иван Лазаренко, Семен Семенов, Якутия-24, Владивосток, остров Русский. В рамках форума также прошла панельная дискуссия на тему «Инфраструктура для экономики данных. Новые возможности для сотрудничества между Дальним Востоком и АТР». В сессии принял участие генеральный директор корпорации развития Якутии Афанасий Савин. Он отметил, что строительство центра по обработке данных и дата-центров – это интересное направление. Для республики это очень интересное направление по нескольким причинам. Первое, потому что мы сейчас строим в Якутии первый коммерческий ЦОД при участии корпорации развития Якутии и частных инвесторов. Второе, нам очень интересны те высокоуровневые сервисы, которые можно оказывать на этой инфраструктуре, причем даже не владея ею. Мы ведем сейчас переговоры с несколькими азиатскими игроками этого рынка, так называемых управляемых сервисов, чтобы они открывали в Якутске свои филиалы. Потому что Якутск, во-первых, это один часовой пояс с крупнейшими азиатскими мегаполисами, достаточное количество талантов, которые могут работать над этим. И третье, мы хотим поддерживать наши якутские небольшие компании, которые хотят заниматься такими сервисами, потому что рынок достаточно большой, он растет, и даже таким вот маленьким стартапам есть на нем место, которые могут на нем достаточно быстро вырасти. К другим темам отвечать за безаварийную и безостановочную эксплуатацию газопровода «Силы Сибири» будет линейно-производственное управление. Этот объект сейчас строят в Алданском районе. Кроме этого, возводят там и компрессионную станцию. Когда эти объекты введут в работу и, самое главное, кто будет там работать. Репортаж Анастасии Кобызевой. 11 часов в сутки бесперебойной работы. Строители возводят важный объект – линейно-производственное управление. Оно будет отвечать за безаварийную и безостановочную подачу якутского газа на экспорт по газопроводу «Сила Сибири». Управление будет выполняться с единого диспетчерского пульта. Линейно-производственное управление – это, по сути, маленький городок. Здесь созданы все условия для комфортного проживания рабочих. Вот, например, это строящееся здание общежития на 150 мест. А вот рядом будет столовая. Здесь также появится спортивно-оздоровительный комплекс и даже собственная котельная. Экстремальные природно-климатические условия осложняют строительство. Бурению мешают скальные породы, сказывается и вечная мерзлота. Но даже при этом нам дали гарантию, что все сделают качественно и в срок. Более мощная техника используется, с более, скажем так, мощным оборудованием для бурения. Конечно, все проходит гораздо медленнее, чем обычно. Но куда деваться? Надо работать. Мы даем 280% качества выполнения нашей работы.
Не менее важный объект – компрессорная станция. С ее помощью будет осуществляться транспортировка газа. Всего по трассе «Сила Сибири» их будет 8. Немнырская КС, которую недавно начали возводить в Алданском районе, заработает уже осенью следующего года. Интересный факт – каждый такой объект будет носить имена основателей Сибири. Алданскую назвали в честь Ивана Москвитина. Именно он открыл Охотское море и тщательно изучил его побережье. В составе объекта будет находиться общежитие на 100-150 человек, задействованного в эксплуатации этого объекта. Соответственно, не только компрессорные станции, но и приграничных линейных участков, соответственно. Здесь будет вся инфраструктура для этого выполнена. На всех объектах от линейно-производственного управления до крановых узлов в основном будут работать местные кадры. Персонал был, конечно, в условиях именно Алданского района обучен. Были проведены определенные мероприятия по проверке знаний, по охране труда и так далее, стажировки, к примеру. Но помимо этого, для того, чтобы повысить квалификацию нашим работникам, они были направлены уже в корпоративный институт ООО «Газпромтрансгаз-Томск», где смогли тоже пройти обучение. Стоит отметить, что с вводом в эксплуатацию «Силы Сибири» связано развитие газификации Алдана. До пуска остались считанные дни. Начало поставок российского газа в Китай 1 декабря этого года. Но уже сейчас началось наполнение природным газом газопровода «Сила Сибири». Анастасия Кобызева, Джилстан Иннокентьев, Алданский район. Информация о том, что в Алекминском районе 1 литр молока будут принимать за 150 рублей, не обоснована. Об этом сегодня нашему телеканалу сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики. Официальная закупочная цена на сегодня по Якутии за литр молока составляет 45 рублей, из которых 35 рублей из бюджета республики и 10 рублей цены заготовителей. Если в Алекминском районе, например, увеличить закупочную цену до 150 рублей, то из муниципального бюджета нужно будет выделить 348 миллионов рублей в качестве субсидии. Это является неподъемной суммой для районного бюджета. Даже в Ленском районе, где бюджет образуется с поступлений крупных промышленных компаний, цена за литр молока в 2 раза меньше, отметили в министерстве. Хочется отметить Ленский район. У них закупочная цена на молоко 80 рублей составляет. 70 рублей из муниципального бюджета предусмотрели и 10 рублей цена заготовителя. План заготовки молока составляет всего 527 тонн. Поэтому их не сравнить с центральными и вилюйскими группами улусов. В Алекминском улусе план заготовки годовой составляет 3320 тонн. На сегодня они выполнили план на 69%, и цена за литр также составляет 45 рублей. В Ленском технологическом техникуме открыли новую специальность «Социальный работник». Группа в полном составе уже приступила к занятиям. В основном это девушки, которые, кроме общеобразовательных дисциплин, будут изучать и специальные. С подробностями Сергей Евсюков. Открытие специальности «Инновационное направление в работе Ленского техникума». Такое решение обусловлено поиском востребованных на рынке труда новых профессий и прежде всего для девушек. Сейчас очень важное значение играет социальная сфера в жизни людей. То есть это о том, как люди живут, получают ли они гарантированную от государства помощь, пользуются ли своими льготами и так далее. И в силу этого обратили внимание о том, что в городе есть потребность в квалифицированных социальных работниках. История, обществознание, русский язык и литература, ряд других общеобразовательных дисциплин. Знакомы еще по школе предметы. Но вскоре студентки начнут изучать некоторые специальные, которые необходимы для получения квалифицированного образования и качественного овладения профессией. Социальному работнику в первую очередь надо уметь общаться, потому что они работают с пожилыми людьми, с инвалидами, с различными категориями людей, которые находятся в достаточно трудной жизненной ситуации. Именно на это направлена их работа. Это деловое общение, культура делового общения, это умение организовать социально-бытовые условия своим подопечным. А также социально-медицинские аспекты деятельности с некоторыми категориями детей. Дисциплины интересные, и девушки надеются, что, овладев ими, найдут работу и смогут с успехом помогать людям. Я пошла учиться на социального работника, чтобы принимать опыт прошлого поколения и совершенствовать его, и также улучшать жизненную сферу граждан. Вы знаете, что в техникуме вы будете готовить свои социальные проекты?
Да, я слышала об этом, и я готова к этому. Также у меня есть свои собственные идеи, которые я готова реализовать. Также считает и руководство техникума, что после получения среднеспециального образования по данной профессии студентки получат рабочие места не только в сфере социальной защиты населения, но и смогут реализовать собственные некоммерческие социальные проекты. В этом им также будет оказана всесторонняя поддержка. Сергей Евсюков, Виталий Андреев, Ленск. Сейчас короткая пауза, секунд 30, потом продолжим, смотрите во второй части. Простые меры могут спасти жизнь. Как не заблудиться и не потеряться в лесах Якутии, что для этого надо предпринять? Обманутые туристы в Мирном клиенты компании «Горящие путевки» стали жертвами мошенников. 30 человек обокрали на общую сумму 3 миллиона рублей. Финишная прямая. Якутские боксеры завершают подготовку к чемпионату Дальнего Востока. Турнир уже на следующей неделе. Как идут последние тренировки? Якутия-24, программа «Итоги дня». Продолжаем выпуск. В Мирном клиенты компании «Горящие путевки» стали жертвами мошенников. В эти дни, приходя в офис фирмы, люди видят перед собой только закрытые двери и, по всей видимости, купленные ранее горожанами туры уже недействительны. В списке пострадавших числится уже более 30 человек, а сумма хищений составила в общей сумме 3 миллиона рублей. Сюжет Марфирины Алексеевой. Обманутые туристы один за другим сталкиваются об закрытые двери. С каждым часом число пострадавших от мошенников стремительно увеличивается. Вы объединяете все в кучку. Пойдемте в полицию. Вы серьезно, да? Я серьезно. Где бы... Вчера в социальных сетях появилось объявление с надписью «Аннулировали путевки и выключили телефоны». Как рассказывают пострадавшие, как только подошло время получения путевок, менеджер турфирмы скрылась и не выходит на связь. Живем на севере. Как бы целый год работаем, готовимся, чтобы съездить на море отдохнуть. У меня жена, 3 маленьких детей, приобрели путевки. И так получилось, что долетели только до Новосибирска, и потом просто турагентство перестало нам отвечать на звонки, то есть на СМС. И в итоге мы весь месяц провели в Новосибирске, так как у нас обратные билеты были только на конец месяца куплены. Спохватились клиенты, которые приобрели путевки на отпуск в осеннее и даже зимнее время. Билеты оплачены, и до сегодняшнего дня люди, ничего не подозревая, с радостью ждали отпуск. Подтверждение о броне билетов и остальной пакет документов клиенты должны были получить позже. Приобрел путевки в июне месяце. Отдал приличную сумму денег за них. До вылета осталось мне буквально 10 дней. Как оказывается, что вылета не состоится. Ну вот я пришла узнать, и здесь все закрыто, на номер никто не отвечает. Мы не знаем, что нам делать, лететь ли нам, не лететь. По номеру горячей линии федерального туроператора специалисты сообщают, что ответственность за предпринимателей не несут. Единственное, что могут сделать обманутые клиенты, это написать негативный отзыв. На данный момент пострадавшие продолжают писать заявление в полицию. Также написано коллективное заявление в прокуратуру. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. 38 человек пропали в лесах Якутии с начала этого года. 30 из них нашли, а 8 ищут до сих пор. Осень, как известно, начало грибного сезона. Вместе с тем горячая пора для службы спасения. Сообщения о пропавших в лесу на пульт диспетчеров экстренных служб поступают почти каждый день. Что делать, чтобы не заблудиться и не потеряться в тайге? Репортаж Саргаланы Захаровой. Большая часть территории Якутии покрыта бескрайней тайгой. Расстояния между поселками могут достигать сотен километров. И в таких условиях довольно легко потеряться неопытному грибнику или походнику. А процесс спасения может затянуться на несколько суток. Каких правил придерживаются якутяне, чтобы не попасть в лесную ловушку, мы решили узнать на улицах Якутска. Чтобы не потеряться, надо запомнить все, что вокруг тебя. Вот это как, когда идешь обратно, да, идешь вот так, надо запоминать. Где что. Надо одеваться яркую что-нибудь, футболочку или что летом, если лето. Ну, где слышать, там звука надо. На звук идти? Да, на звук идти. Глубоко в лес не ходить. Там, если дальше пойдешь, тогда потеряет направление, уже не знаешь.
Я далеко не хожу. Всем известные правила, которые нужно помнить перед тем, как идти в лес, это, конечно же, одеться во что-нибудь яркое и приметное, либо надеть какой-нибудь яркий аксессуар. В моем случае, например, это такой пестрый платочек. Ну и, конечно же, взять с собой любой гаджет с GPS-навигатором и картами, чтобы найти дорогу обратно. Ну а что делать, если все-таки так случилось и вы заблудились, а вокруг только непроходимая тайга, и где находится ближайший поселок, определить будет довольно сложно. И это одна из основных сложностей направления. Правило «иди на север и выйдешь к людям» здесь может сыграть злую шутку. Ведь сколько придется идти в этом направлении, неизвестно, а помощь могла оказаться в 2 шагах южнее. Вернее всего, отметить исходное местоположение и двигаться от нее в разных направлениях. И самое главное, вот от своего памятника, где я потерялся, должен оставлять следы. Например, вот так. Если вот почва позволяет, или вот всякими подручными средствами я вот так. Это чисто для себя. Ну, вот такие вот метки ставлю и дальше иду. Вот, рисовать на земле стрелки, надламывать ветки или завязывать в узел высокую траву. Все это поможет вернуться на исходную позицию, если станет понятно, что направление неверное. Более того, они могут быть ориентиром не только для потерявшегося, но и спасателей. По этим следам, даже если человек там 3-4 дня ходил, можно запросто с нашей техникой, с квадроциклами, с вездеходами, мотоциклами, можно за 2 часа его догнать. Отмечу, что, по словам спасателей, сообщения о пропавших грибниках поступают каждый день. Одних находят за пару часов, других приходится искать сутками. И почти всегда длительность поисков зависит от самих пропавших. Чем больше следов оставить, тем выше шанс на спасение. Саргалана Захарова, Павел Пахомов, Якутск. Творческая группа под руководством режиссера Константина Тимофеева завершила съемку 2-й части фэнтези-фильма под названием «Бэйберикен 2». Сценарий фильма держат в секрете, так как для создания фильма использовались 5 известных якутских сказок. 2-я часть выйдет в прокат весной следующего года. По словам режиссера, в республике фильмов для детей почти не снимают, и авторы стараются восполнить этот пробел. Ведь через искусство кино можно достучаться до нынешнего поколения, повысить интерес детей к якутской культуре и к исконным традициям и фольклору, сказал режиссер картины. Напомним, что 1-я часть фильма «Бэйберикен» вышла в прокат этой весной и показала успешные сборы. Во 2-й серии фильма мы включили 5 якутских сказок. В якутской культуре очень много сказок оригинальных, да, но которые никогда не были экранизированы. На весенних каникулах дети увидят экранизацию якутских сказок. Там и есть Алла Магуз и девушка, которая ушла на Луну. Вот очень много драгоценных сказок мы вплели в фильм, но старушка Бэйберикен все равно будет присутствовать. Во время съемок мы побывали в очень красивых местах нашей республики, потому что я хочу через фильм показать детям красоту нашей республики. И там будут самое главное украшение нашего фильма – это ленские столбы. Сегодня стартовал фестиваль по вольной борьбе игры Ботуров. Соревнования посвящены памяти первого победителя первенства мира среди юношей по вольной борьбе Иллариона Федосеева. Самый массовый республиканский детский турнир по борьбе пройдет по 4 возрастным категориям и соберет лучших юных борцов со всего региона. В этом году спортсмены будут состязаться на коврах Центра подготовки «Триумф». Звания лучших дадут ребятам 2002-2009 годов рождения. Добавим, что фестиваль борьбы игры Ботуров впервые состоялся аж в 1999 году на стадионе Туймада по инициативе первого президента республики Михаила Николаева. В этом году турнир объединил почти 1000 юных борцов. Вы являетесь нашей надеждой. Среди вас, возможно, стоят будущие наши олимпийские чемпионы, как наши здесь стоят наши легенды Александр Иванов, Павел Пенигин. Учитесь хорошо, ребята, пусть победит сильнейший. Спасибо. А якутские боксеры вовсю готовятся к чемпионату Дальнего Востока. Турнир пройдет на следующей неделе в Комсомольске-на-Амуре. Как идут последние тренировки якутской команды, сюжет Сусанны Рожиной. Все лето якутские боксеры тренировались на базе Монетах. И сейчас в Центре спортивной подготовки «Триумф» проходит последний тренировочный этап – сгонка веса и контрольные бои. Было 2 летних лагеря на спортбазе Монетах Центра спортивной подготовки.
И заключительный этап здесь в «Триумфе». Количество 23 человек. Мы 2 недели готовимся к чемпионату Дальневосточного федерального округа. Вот сейчас как раз идут спарринги. Ну, это как предсоревновательная практика. И мы смотрим, там выявляем сильнейших, кто как готов, кто лучше. Ну и кто боксирует тактичнее, умнее. За путевками поедут лишь 7 или максимум 8 спортсменов. При этом тренеры делают ставку именно на легкие и на легчайшие веса, где мы можем точно завоевать путевки на чемпионат России. Потому что мы в маленьких весах, у нас боксеры сильнее, и мы можем сдваивать. Как показывает практика, завоевываем путевки в маленьких весах. Это 49, 52, 56, 60. Основными соперниками сами боксеры видят спортсменов из Бурятии. Хотя тренеры утверждают, что это не так, и якутские боксеры ничем не уступают другим спортсменам. И у наших ребят есть все шансы и перспективы достойно выступить на ринге. Сейчас уже к Дальнему Востоку подключились Республика Бурятия. И вот будем соперничать. Вылетать будем 8 сентября. У меня сейчас в данный момент вес 58, где-то так, еще 2 килограмма есть. Дисциплина, спортивное упорство, тренировки и личная мотивация позволят нашим спортсменам показать лучшие результаты на Дальнем Востоке. Сусанна Рожина, Джулус Иннокентьев, Якутск. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на нашем телеканале и всегда будьте в курсе.